Подписание соглашения о вступлении Молдовы в Евросоюз неоднозначно воспринимается в Гагаузии. Это связано с тем, что жители автономии мало информированы об этом документе. Так, в феврале 2014 года в Гагаузии состоялся консультативный референдум с населением, где 98% жителей высказались за вхождение в таможенный союз. Опрос общественного мнения показывает, что жители Гагаузии не поддерживают курс властей, направленный на европейскую интеграцию. Что вы думаете по поводу подписания соглашения Молдовы с Европейским Союзом? Я ничего хорошего не думаю. Это такая вещь, что подписали, что не подписали. Просто бумажка. Что это нам даст? Ничего буквально. Только даст то, что, может быть, это положительно, что молодежь, не молодежь, а те, которые имеют деньги, могут поехать туда и отдохнуть. А такие, как мы, как были нищие, так и останутся. Им еще хуже будет. Ну, насчет того, что Молдова в Европе, я, честно говоря, не вижу, потому что все-таки наши нормы не очень-то совпадают с ихними. Нам еще и идти. Даже президент России Владимир Путин говорил, что мы тоже хотим Европейский Союз, но чтобы до туда дойти, нам еще много и предстоит сделать. А насчет Европейского Союза, то, что Молдова туда стремится, но я думаю, что нужно было все-таки спросить мнение людей, провести референдум. Здесь, конечно, нету никакой перспективы этого Евросоюза. А вот если людям объяснять, более конкретно, может, и некоторые сдвижки будут, понимаете? Я не думаю. Если взять основу наш референдум волеизъявления нашего гагаузского народа, не только гагаузского народа, который проживает в Гагаузии, да, мы поймем, что более 98% люди подтвердили, и не раз. Даже возьмем сейчас, последние выборы Башкана. На этой волне, и хотят ли кто-то что-то сказать или нет, но факт остается фактом. Конечно, все мы хотим жить лучше и, наверное, должны сами постараться как-то, чтобы никакой дядя оттуда не придет и не сделает нам жизнь прекраснее, я так думаю. Если мы сейчас уедем в Европу с этой биометрикой, не имеем права работать. Второе. Сейчас, если они вошли в Европу, испортили отношения с русскими. Молодые, им хорошо, что хотят с Европы, а эти по 40, по 50 лет хотят с России, да. То есть, если рассматривать Молдову в Европейском Союзе, перспектив не вижу, так как первое, исчезнет родной язык. Второе, материальные ценности изменятся, то есть это будут европейские ценности. Мы знаем, что нашему гагаузскому народу присущи чуть другие ценности, нежели в европейских странах. Подписание соглашения Республики Молдовы с Европейским Союзом сказалось на снижении экспорта продукции из Гагаузии в Российскую Федерацию. Такого мнения придерживается заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Учитывая, что общество неоднозначно воспринимает эту инициативу, но общество в автономии, согласно данным плебисцита, вообще высказалось за другой вектор развития. Конечно, такие глобальные вопросы все-таки государству надо решать путем консультирования с населением. И если был проведен референдум в целом по Республике Молдова, за что многие из нас ратовали, тогда, наверное, не было бы тех негативных последствий, которые мы имеем сегодня, потому что, к сожалению, ассоциация с Европейским Союзом привела к ухудшению отношений с Российской Федерацией и со странами восточного сектора экономики, поэтому страдает экспорт Республики Молдова, страдают производители, в том числе из автономии, и в конечном итоге страдает население, которое, к сожалению, стало жить хуже. Путь в Европу долгий, говорят жители Гагаузии. Но учитывая географическое расположение страны, от Евросоюза мы никуда не денемся. Что же все-таки известно людям о подписании договора об ассоциации Молдовы с Евросоюзом? Договор об ассоциации не подразумевает автоматическое включение в Европейский Союз.
Это, очень еще раз говорю, намерение, то есть возможность вступления в Европейский Союз. Его еще не все даже страны, о которых я выше говорил, 28, кажется, стран, не все ратифицировали. То есть не все парламенты данных стран, которые входят в Евросоюз, еще, в общем-то, приняли решение о принятии Молдовы всего лишь в ассоциацию. Где-то порядка 16-18 стран, то есть еще с десяток более стран не приняли. Как долго будет Молдова вступать в ассоциацию или в Европейский Союз? Это все зависит от проводимой ею политики. Поэтому это может затянуться на 5, на 10, а то и на все 20 лет. Есть определенные условия вступления стран в Европейский Союз. Они расписаны годами. В общем-то, так называемый большой, огромный документ в 1000 страниц. Это касается и политических каких-то вещей, и экономических, и так далее, которые нужно выполнять. Не будучи, если они не будут выполнимы, страна не может вступить в Европейский Союз. Поэтому это долгая работа. Вот. Но никогда не надо забывать, что Молдова находится на стыке как и культур, так и географически где-то в центре Европы. Поэтому тот вектор, который избрал гагаузский народ, таможенный союз, он тоже еще не в полной степени работает, он еще не полностью, так сказать, в общем-то, создан. Он работает на каких-то там позициях, но он благоприятен в связи с тем, что у нас долгие связи были исторические, экономические с Россией, он благоприятен на данном этапе с Россией. То есть в Европейский Союз можно вступать, и это процесс долгий, но жить надо сегодня, и поэтому мы работаем и живем сегодняшним днем. Нам нужно работать и жить и с Россией в том числе. Поэтому все вот эти вот мешающие нам развиваться условия, то есть если ты в Европейский Союз, значит какие-то принимаются санкции, не ввоз продуктов каких-то, сельхоз и так далее, это всегда пагубно сказывается как на экономике в стране целой, Молдова имеется в виду, так конкретно и регионами, и Гагаузии в частности. Поэтому нужно быть реалистом, нужно выбирать тот путь, который предлагает жизнь сама по себе. Но, в общем-то, понимая, что мы в центре Европы, конечно, мы без Европы не можем. Договор соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом огромный. Этот документ содержит около 1000 страниц и подразумевает проведение различных реформ в стране, что в результате приведет к более безопасной и социальной жизни граждан, открытием пути на самые крупные европейские рынки для наших товаров и дает еще много других привилегий.